Со следующей недели вся страна полностью переходит на цифровое телевидение. В связи с этим мирнинские волонтеры решили помочь пожилым и маломобильным гражданам в приобретении приставки и ее установки. Подробнее в следующем материале. Несмотря на то, что новость о переходе с аналогового вещания на цифровое слышали почти все, далеко не все знают, как это сделать. Пенсионеры, которых мы посетили сегодня, и вовсе не знали, что их ожидает 3 июня. Разница в улучшении качества изображения заметна сразу. Но самой впечатляющей для пенсионеров была новость о 20 каналах и что за них не надо платить ежемесячную абонентскую плату. Телевизор я смотрю постоянно, так как я пенсионер, инвалид, неходячий. То бишь это мое второе спасение. Вот сама бы я никогда не подключила. Конечно, во-первых, будет больше как-то фильмов, больше какой-то информации где-то полезной что-то. Ну так-то не дребезжит, нормально. А так всякая машина ходит и так бегал. Приобретать приставку нужно не всем, только обладателям телевизоров, выпущенных до 2009 года. Остальным достаточно войти в меню телевизора и произвести автопоиск каналов. Также многих волнует вопрос о том, как и где смотреть региональные телеканалы. К счастью, после полного отключения аналоговых каналов, региональные пока продолжат вещание. Для тех, кто хочет ловить еще и аналоговые каналы республиканские, нужен будет всего лишь один переходничок и переключаться просто между телевизором и приставочкой. Сплиттер для телевизионного кабеля можно купить в любом бытовом магазине, он стоит не более 100 рублей. Для тех улусов, где нету не цифрового вещания, а только аналоговое. То есть для них выделены деньги на закупку комплектов спутникового телевидения, в которые также входят и республиканские каналы. То есть в нашем Мирнинском районе это поселок Заря и поселок Полярный. Жители этих двух поселков смогут получить комплекты НТВ+ или телекарту бесплатно. Нужно только написать заявление или позвонить на бесплатную линию. Оказалось, что многие пожилые люди не готовы к переходу на цифровое телевидение. Группа добровольцев продолжает искать нуждающихся. Группа волонтеров, мы так и называемся, волонтеры WhatsApp, где сидят 16-17 человек, и 8 человек откликнулись на призыв собрать деньги и купить несколько приставок и установить их пожилым людям, либо многодетным семьям. Оповестили Совет ветеранов. Теперь они знают, что когда я им позвонила и спросила, они сказали, мы впервые это слышим. То есть до них еще пока это дойдет, а представляете, 3 июня отключат телевизор, и он станет одной картинкой, и у людей будет паника. Тем, кто еще не переключился с аналогового вещания и не знает, с чего начать, подробную инструкцию вы сможете найти на сайте смотрицифру.рф. Марфелина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный.